Всем привет! Ну что, сегодня у нас пятница. Вот конец рабочего дня. Солнце, видите, да, где? Уже на склоне у нас. Так, ну что, давайте пройдем. Погуляем. Это улица Петра Алексеева, кстати. Смотрите, какая она широкая. Какая она широкая. Прогуляемся немножко с вами. Надеюсь, кто-нибудь подключится, посмотрит. Вот давно не стримил. Обычно раньше почти каждую пятницу ходил, снимал. А сейчас вот совсем обленился. Ну, погода хорошая, кстати, смотрите, какая погода хорошая. Тут что-то с телеграм постоянно какие-то выскакивают сообщения с телеги. Телеги подписаны. Вот они вот сейчас выскакивают попутно выскакивают. Ну, погодка хорошая, даже прохладнее. Ой, тепло даже стало. Было до этого дожди. Прохладненько так, как ветерок дул. Вот у нас так задувал ветер, что сносило все подряд. Столбы валили и так далее. Крыши там слетали и так далее. Что там от сильного ветра, когда бывает, вот подобные воздействия. Мы идем по такому коридору. Сейчас с вами. Тут стройка идет. Видите, стройка идет. Поэтому здесь закрытый такой коридор. Вот, кстати, что-то строят. Тут не видно, что строят, да? Что тут строят-то, да? Здесь какой-то Якутстройсити. Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями. Объект консервировано временно. 2017 год. Ого. А это что такое идет? Вот смотрите, какую махину строят. Административное здание. Тоже что-то его давно строят. Давным-давно тоже. В каком году-то его? В 2016 разрешение. Начало строительства 2017. Окончание третий квартал 2021 года. То есть уже целый год просрочки. Так, кто-то что-то написал мне. Давайте почитаем. 2.13. Что там у нас в проспекте? Ремонт закончили или нет? Проспект нет, еще не закончили. Там уже асфальт положили. Как бы, да? Но еще не полностью. И тротуары местами не сделаны. Памятник, по-моему, еще не поставили. Ну, последний раз, когда я 13-го снимал, памятника еще не было. Поэтому работы еще идут. Но я так понял, что ремонт будет идти до где-то то ли октября, то ли ноября. Короче, сентябрь еще полностью будет ремонт. Так, кто тут что написал? Пузибой. Я из Якутска. Привет, Пузибой. Походу Николай Злой. Тимоша, привет. Привет, Николай Злой 2. Так, ну что, погулять с вами немножко. Потаскать вас по Якутску. Видите, еще цветочки вот люди садят. Смотрите, чтобы красиво было. Но плиточка-то тут, честно говоря, тоже обдергалась в этом месте. Тут совсем слабо плитка держится, разрушается. Смотрите, видите, да, то есть она местами есть, местами ее просто нет, просто она разрушена. Ну, вот, видать, температура, дождь, вода там действие свое имеют на эту плитку. И причем она как-то интересно, смотрите, здесь, да? То есть здесь часть ее есть, а часть нету. То есть, видать, она была разная по цвету. То есть, вот, одного типа она
целое, а второго что-то и не стало. Странно, короче, все как-то странно. Так, давайте идем. Вот смотрите, тут какие росписи на стенах. Это цветными какими-то красками расписали. Так, это мы к Аланхо подошли. Вот Аланхо, торговый центр. Ну, туда я не буду заходить, там делать нечего. Мне надо дойти до Петра. Тут не Петра Алексеева, до Лермонтова мне надо. Там в один магазин зайти. Кое-что мне там надо глянуть. Глянуть кое-что. Вместе с вами, наверное, прогуляемся, если у меня аккумулятор не сядет. Так, что, 12 секунд осталось ждать. Так, кто там что пишет? Николай, Злой 2, Тима, а как там центр малых народов севера строится? Вроде бы, точно не знаю. Надо посмотреть. Стройки-то идут, да, часть, конечно, строек обрушилась по каким-то причинам. Я не буду как бы уточнять, но есть причины определенные, да? Так, руку перехватить. Видите, да, много народу ходит сейчас. Сейчас комментарии почитаю, что вы там пишите, интересно. А это что такое автоматизация торговли? Какой-то магазин непонятно. Так. Николай Злой 2. Ух, уже эти художники. Да, вот эти художники, им там их надо заставлять обратно вот закрашивать все их художества безобразные. Александр 213. Климат ни при чем. Просто сделали на отъебись, поэтому все и разваливается. Ну, вот здесь, допустим, плитка хорошая лежит, да, а там в том месте, я не знаю почему, но она вот так вот через ряд, ну, здесь тоже вот местами она как бы пропадает, не знаю, может быть, это плитка такая, что она какая-нибудь дефектная, не так правильно сделана, поэтому вот разрушается. То есть, смотрите, видите, да, ровное место вроде бы. И вот эти вот кусочки, вот эти вот 3 кусочка, их почему-то не стало. Но их же никто не выколачивал специально. То есть это под воздействием температуры, там, воды, там люди ходят, соответственно, они как-то выбиваются. То есть, видать, у них плотность вот этого материала не та, или что они туда не доложили. Может быть, видите, да, вот здесь вот тоже есть. Так. Чат скрывается. Обычные программы ютубовской комплектной стримлю, поэтому тут без всяких этих наворотов. Без всяких наворотов. Так. Иван Сафронов, Тимка, привет. Иван Сафронов, на улице тепло? Да, вот сейчас вот вообще жарко даже было. Я в помещении сидел, солнце началось, вон там, видите, солнце за зданием. Сейчас у нас на закате. Сейчас у нас время уже сколько? 5 часов вечера в Якутске. Так что тепло. Я даже расстегнул куртку, хотя утром было холодно, я замерзал. На мне, что мне на мне было надета рубаха, потом такой типа теплой такого свитерка небольшого, тоненького, и куртка. Вот такая вот куртка, баллонь, да, такая, как называется, водоотталкивающая. То есть, в принципе, 3 слоя было на мне одежды, я немножко замерз утром. А сейчас даже жарко стало. Вот, смотрите, видите, да, здесь вообще какие-то остались куски, только отдельные куски тротуара остались. Вот кто его выдалбливал, не выдалбливал специально или что. Так, Иван, так, GG Линк, привет с Хабаровска, привет.
Николай Злой, 2. У нас, Тима, тоже солнце в Иркутской области. Это замечательно. У нас как бы осень, да, и поэтому это солнышко вот радует. Хочется, знаете, еще когда вот человек перед смертью, да, хочет надышаться воздухом, и он все никак не надышится. Вот тоже подобное ощущение. То есть впереди чувствуется, что будет зима довольно-таки, наверное. Ну, не хотелось бы назвать, что сложная будет, да, но чувствуется, что какая-то зима будет сложноватая, мне так кажется. Вот солнце, смотрите, у нас вышло. Солнышко. Все шикарно. Конечно, не хочется. Хочется, чтобы на выходные тоже солнце у нас светило и хорошо светило, как бы, да, чтобы можно было куда-нибудь в лес съездить, еще можно пособирать ягоду в лесу, как бы. Хочется, чтобы было сухо и тепло, да. Но по прогнозу погоды обещают завтра облачность, переменную облачность, а послезавтра, в воскресенье, вообще дожди. Ну, может быть, все будет наоборот. Хотелось бы, конечно. То есть вот эти вот сентябрь, якутский еще относительно теплый, конечно, да. Ну, как бы можно так спокойно ходить по улицам. А потом уже октябрь-то начинается, уже надо куртку одевать теплую. Таким вот образом. Так, вот мы приблизились к улице. Это улица у нас Лермонтова. Вот такая вот. Вот светофор, надо идти. Так. Идем. Смотрим под ноги. Смотрим 12, 11, 10, 9, 8. Так, успел перебежать. Так, все, вышли. Это здание медучилища. Так, вот смотрите, видно, да? Пенек. Вроде бы его не было, да, изначально. Но он вылез сам по себе. Его выдавило вечной мерзлотой оттуда. То есть строители, конечно, делали, что пенька этого не было, но поскольку его оттуда не вынули, этот кусок бруса, да, соответственно, его начинает выпирать оттуда вечной мерзлотой, ну, перепады вот эти зимние, летние, и он выдавливается оттуда наружу. И вот такие вот бугры получаются. Особенность такая вот у нас. Ведь, или вот здесь вот видно, да, вроде бы заасфальтировали, конечно, тут все было ровно, а потом там были какие-то бревна, да, вон видно, их прямо выпирает оттуда. И такие вот шишки такие образовались на ровном месте. Как кочки. Типа кочек. Так, кто что пишет? Давайте почитаем. Ну где чат-то, ё-моё? Давай, открывайся, чат. Так. О, смотрите, какое тут колесо большое. Зачем его сюда положили? Чтобы кто-то сидел. Так. Николай Злой, 2. У нас, Тима, тоже солнце в Иркутской области. Шикарно, да. Солнце еще надо. В Хабаровске сегодня 22. Скоро тоже похолодает. Гджишлинг. Александр 1, 2, 3. Средства из бюджета выделяются, а до подрядчика доходит едва ли не четверть всех этих денег. Отсюда и экономия на всем, видимо. Ну, возможно, я не утверждаю, но возможно, да. Нет, не выдалбливал. Плитка такая не предназначена, состав для таких перепадов температур. Сесть на пенек, съесть пирожок. Вот на этот, да, пенек. Угу. Так, многие вообще не знают, о чем говорят, когда Норвегию сравнивают с Якутией. Якутия суровая, зачастую у нас и за границей нету такого материала для плитки, не выдерживает она. Ну да, ага, поэтому вот. Ну, сейчас на площади в проспекте Ленина положили плитку. Вот там даже не плитка, там брусчатка, да, знаете, такие как бы кирпичи.
кирпичи, да, и поэтому вот посмотрим, понаблюдаем, что будет с ней происходить. Но там по всей технологии сделали, по всей технологии, поэтому будем смотреть. Так, куда вот мне надо зайти, в этот магазин. Так, надеюсь, связь работает. Что у них тут завал. Так, магазин эконом, для экономных людей. Много всего продают и по относительно таким невысоким ценам, как бы, допустим, чемоданы, да? Такой чемодан 3300 стоит. Это какой размер? Вот это, по-моему, он на колесах, а такой большой 3900. Это Элька, да? Элька. Это Эмка. А это типа Эска, что ли? 3900, 4000. Короче, вот такой вот чемодан, вот таким на колесах. Они, кстати, не отстегиваются, или отстегиваются. Могут их сломать. 4000 стоит. Даже вот какой есть. Разноцветный. Так, а еще что есть у них здесь? Ветровка. Ветровка 500 рублей. Плащ. Плащ такой. Вот такие еще есть чемоданы. Тоже 3900, да? Такой 4000. Не треснет он. Пластик непонятный. Но у меня тоже, конечно, непонятное. Так, вот. То же самое, да? 900. Они все одинаковые, только вот это вот разная у них хоза. Разная ткань. Ткань разная. Не треснет, а? Пластик вот. Надежный ли он? Там внутри хоза. Сколько тут их? Обалдеть. Все одинаковые. 5300. Ну, типа кожаный. Даже смотрите. Вот эти пластмассовые ручки, они отлетят однозначно. Короче. Ну вот этот более-менее как бы, да? Хоза 5300 стоит. Ну, сомнительные эти ручки, конечно, сомнительные. Если по ним трахнуть, не могут разбиться. Вот эти, да? Пластик. Ну что за пластик здесь? Это же ненадежно. И ножки какие-то тоже. Ножки. Ой. Ножки тоже могут отлететь. Короче, делают так вот. На один раз, короче. Так. Ну там обувь выше, ладно, не пойдет. Короче, дофига. Все в одну цену. 4000. Короче, дай, не хочу. Так. Тут он. Обувь разная. Сколько такие стоят? 2650. Зимой ходить, да, типа? Или вот такие вот бутсовые. Но это спецодежда считается. Такие сколько? 3900. 4000. Короче, вот джинсов куча целая. Такие джинсы, это все 2 косаря такие стоят.
2000. Хотя можно в секонде купить их на скидке рублей за 500, наверное. 2000. Не хочу, отдай. О, что тут продают? Это у нас эти надувные матрасы. Такой 25 сантиметров. Это вообще здоровый. Целый плод. Без насоса минус 50%. Ну, тут всякое разное продается. Так, вроде бы все, да, я посмотрел. Ну, самокаты есть. Какой самокат стоит? 10 600, 6650 вот такой вот. 6650. Выходим. Посмотрел я, что здесь есть. Вот такие батареи, смотрите, на стенке висят. Вот зима будет, вот они будут греть. Все понятно. Все понятно. Но я теперь понял, что особо ловить там ничего такого хорошего здесь не поймаешь. Ну и, в общем-то, на рынке, видать, тоже вот этом китайском подобное дребедень тоже продается. Сколько они возят все одного образца примерно, поэтому, в общем-то, не понял, качество какое. Качество непонятное. То есть он может в процессе вообще развалиться. Так, давайте почитаем ваши комментарии, что кто что пишет. Пока посмотрите на березку, вот на эту. Так. Многие вообще не знают, о чем... Так. Гарри Орловский, привет. Они просто материал класть не будут. Гарри, это для поездок. Ну, в общем-то, да. Ага. Поверни камеру, а то не на весь экран. Как? Ой, так я так вертикально стримлю. Это такой формат. Это надо смотреть на телефоне специально. Это же сейчас такой модный формат, вот такой вертикальный, а не горизонтальный. Поэтому я так. Гарри Орловский, скани не очень. Ну да, они такие. Там вот для укрепления стенки сделаны из какого-то материала. Я не знаю. Он прочный? Нет вообще. Француз, здравствуй, Тима, здравствуй, француз, Николай Слепцов, уруехал, Николай Злой, Николай запомнил? Что запомнил? Так, ладно, идем. Это такой формат вертикальный, как вы думали. В общем-то, поэтому мне даже проще телефон держать в руке. Отчасти. Поэтому его надо смотреть на телефоне, на обычном, вертикально расположив. Плохо то, что вот нету в этом режиме стабилизации. Хотя в телефоне есть, в самом телефоне есть стабилизация, но в режиме вот этого стрима она не работает. Поэтому приходится осторожно передвигаться, особо не трясти. Вот смотрите, застраивают какой-то дом. Тут вообще сквер был, короче, вот здесь вот. Там церковь Новоапостольская. Ну там сейчас она не как церковь используется, а как раз всякое разное. И здесь вот был скверик, где можно было посидеть. Там лавочки были какие-то, деревца росли. Ну а его, говорят, вот что на нем строят. Поэтому будет очередное здание вместо сквера. Вот. Там я читал какие-то чаты городские. Люди, конечно, были недовольны тем, что сквер застраивают. Вот. Вместо сквера мы имеем очередной вот такой дом.
где будет, скорее всего, находиться какие-то кафе там или еще что. Ну, тут место популярное на улице, проходимое на Лермонтова. Сами сколько машин, транспорта двигается. Людей ходит тоже много. То есть, как бы, если какое-то учреждение общепита или магазины, то есть оно будет понятно, что популярно. Так, давайте двигаемся сюда. Вот бывшая церковь. Смотрите, как ее разукрасили. Церковь, это здание церкви, бывшая новоапостольская. Короче, сейчас они просто снимают, это ихняя община, да, в городе. Он поехал там какой-то на мотоцикле, ненормальный придурок. Придурок ненормальный. Это же надо людей столько напугать, а? Вот здание, видите, да? Там когда-то на самом верху крест был. Вот там. Сейчас его просто белые брали, да? И здесь всякие разные магазины. Там кофейня, Озон, Марк Твен, мужская стрижка. Что хотите? Так, а я хотел вообще-то немножко погулять еще с вами. Давайте погуляем вот по этой улице Свердлова. Тут много новых зданий построили. Тут когда-то было застроено все деревяшками. Деревянный сектор был такой двухэтажный. И кочегарка где-то тут стояла, которая углем топилась еще. Так, а вот этот магазин, он остался до сих пор. Вот этот. Тут был раньше, по-моему, винный магазин. И так вот сейчас тоже алкодискаунтер. Алкогольный. Больше-меньше разливные напитки. Ну, то есть алкоголь. Пенное море. Пенное море. Пенное море. Так. Вот, а здесь фрукты продают. Фрукты. И вот здесь вот такую вот домину построили. Огромную домину. Вон видно, да? Какую ее обделывают. Кстати, балконы обделали, застеклили. Так, ну тут почему-то много-много машин на ней. Ну, у нас известно, что... Вот, смотрите, Вести, телевидение и радио. Машина. А я вот пешком хожу. Да, тоже вроде телевидение. Но пешком. Даже пешком лучше ходить, понимаете? Пешком вот можно детали показать, да? Вот кто бы вам еще показал вот этот переход, да? Кто бы вам показал? Только тот, кто может пешком идти. Так, вот здесь какая-то улица стала. Смотрите, целая дорога. А, это к тем домам. К тем домам. Так, что-то здесь... Движуха ненормальная вообще. Да, вот этот дом строят, там вход. А это получается к новым домам. Дорога вон к тем домам. Вот такая асфальтированная дорога. А раньше... О, давайте я вам вот этот дом покажу. Вот раньше эта улица Свердлова была полностью построена. Ох, как тут мне пройти-то, а? Как мне тут пройти? Вот такими домами было застроено, смотрите. Вот такими двухэтажками. Услуги, естественно, все на улице туалет. Видно, да? Во. Ну, это, конечно, снесут. Все, смотрите, тут заходим. И о, какой пол. Тут подложены эти деревяшки, чтобы это самое можно было пройти. И так уже он в землю погружается. Этот дом. Ну, первые этажи, наверное, уже расселены. А если живут, то только на вторых этажах. Так. Ага, тут первые не живут, вторые этажи. Вот тут кто-то даже пластиковые окна имеет. Смотрите, уже какой. Или он полностью расселенный этот дом.
Возможно. Ага. Ну вот такие вот еще остались. Вон там окно открыто. И вот, а вот в этом, я так понимаю, живут в доме. Видно, да? Двухэтажечка такая. Ну здесь эту улицу сносят, ее понятно, да? То есть это вот эти экземпляры и уже остались единичные, как бы, да? Вон даже, смотрите, заколочены окна дубинами такими деревянными. Ага. Так, а я тут выйду вообще, нет? Вот стройка, вот дом строят. Ну, а этот подъезд еще более-менее такой. Там что-то моргает. Свет есть, кстати. Здесь люди живут, получается. Еще не все расселились. Видали, да? Так, я тут пройду, не пройду вообще. Шлепаю я здесь. Тут гравий мощный вообще такой насыпали. Сильные, вот видите, да? Тут всякие машинки стиральные валяются, велосипеды какие-то валяются, еще что-то есть. Вот, и раньше полностью целиком вот улица состояла из таких домов. Я, короче, зашел, тут раньше был проход, вот здесь вот, да, а сейчас фигли, здесь не пройдешь. Шел мне, чтобы пройти, мне надо куда-то сюда идти. Ну я, короче, зашел, заблудился. Свердлова 3/1. А вот эти вот новые дома. Сейчас я почитаю комментарии, да? Сейчас пишите, да? Сейчас я встану, почитаю. Тут, кстати, новая стоматология. Вот это здание. Вот кто не знает, да, в Якутске стоматология раньше была на Федора Попова, а теперь вот построили отдельное здание. Вот это, по-моему, вот оно. Такое красивое. Сейчас здесь. Клиника, ну, бесплатная, которая, если у вас там зуб заболел, там плюс, там драть надо его или пломбу ставить, да, вот сюда надо идти. Ну, а это вот тут два дома таких, смотрите, интересных два дома, и у них что, какая особенность, у них между ними есть вот такой переход, и на этом переходе там детская площадка и баскетбольная площадка. Да, точно, ГАУ, Якутский общестоматологический центр, детское отделение и взрослое, да, я так понимаю. Вот сейчас вот сюда надо идти, на улице Свердлова. Сейчас вот смотрите, как тут все расстраивается мощно. Так, я пройду, надеюсь. Короче, здесь стоматология, а здесь еще находится глазная больница, глаза где лечат. Ой. Короче, у меня насморк, все никак не проходит. Ну, он уже, чувствую, уже начинает проходить, как бы, да? Вот этот осенний, обычный насморк, который бывает осенью, там, ага, весной, там, как бы, обычное явление, да? Ну, заложенность носа, там, головной боли нет, ничего, просто нос заложен, как бы, и все. Ну, надо вот тоже ходить, как бы, ходить надо, двигаться, движение. Так, а как я здесь пролезу? Я тут не пролезу, здесь стройка идет. Ё-моё. Сюда надо идти, что ли? Ну, нифига. А там прохода нету, да? Так, да? Закрыто? А, закрыто, да? Так, ладно. Короче, закрыто там. Ё-моё. Зашел я на свою голову. Придется обратно топать. Короче, там был проход, раньше я ходил по нему, а сейчас его закрыли, и все, не пройдешь, не проедешь. Так, пока комментарии ваши почитаю. Комментарии. Ну, давайте комментарии, открывайтесь. Так, да. Гарри Орловский. Сегодня стрим долго будет? Недолго. У меня вот аккумулятор всего 30%. Я жду, может он вообще сейчас вот вдруг мгновенно отключится. Недолго. Еще там не знаю, сколько-то минут, да и все. Так.
Дальше комментарий. Гарри Орловский. Хорошая погода. Да, для Якутска эта погода вообще как бы, ну, она прохладная, но хорошая, да, солнышко вышло. Гарри Орловского дома хорошие. Ну, вот эти, да, это новые дома. Они недавно построены, ну, буквально, не знаю, 5 лет назад, что ли. Вот эти вот. Вот этот стоматологический центр тоже недавно построенный. Сейчас сюда стоматология городская переехала, ну, которая бесплатная по полису ОМС обязательного медицинского страхования. Вот она здесь. Так, дальше читаем. Стрим сохранится. Ну, надеюсь, сохраню. Я не знаю, вот сколько, какой заряд у меня сейчас аккумулятора, потому что вот эта ютубовская программа стандартная во время стрима, она ничего не показывает. Так. Пройдите там, где новые дома. Ну давайте вот еще раз покажу вот эти новые дома. Вот такие вот дома здесь построены. Многоэтажные. Конечно, для вечной мерзлоты надо учитывать, что это у нас все строения на вечной мерзлоте, они на сваях. Вот такие вот сваи, видите, да, вбиты в землю, вот такие. И на них только строят. Иначе, если просто так построить, то дом просто расползется через какое-то время. Ну, фундамент обрушится. А так, благодаря сваям, дома стоят, ну, нормально уже стоят они. Первые свайные дома уже стали строить после войны, после Великой Отечественной войны, где-то с 50-х годов. Поэтому вот тут смотрите, какой дом строят. Тоже это только его делают. Смотрите. Тут у них даже какая-то площадка своя, двухэтажная, двухуровневая. Там детская зона на втором этаже. Так, ну и вот, смотрите, вот эти тоже дома на Свердлова, это тоже недавно построены. Они, ну, наверное, лет 8. Ну и вот эти вот деревяшки сохранились, хотя уже там люди, смотрю, не живут. Люди уже там не живут, там уже. А это машины, этот паркуют, видать, вот эти вот жильцы этих домов ближайших. Ну а здесь вот строят дом новый, такую махинищу. Стройка идет полным ходом. Ну, сами понимаете, что стройка это не так просто, как бы просто вкопать, там стены построить, да, там, ну, куча всяких коммуникаций, подвести, отвести, там, вообще очень сложная система всего. Так, и все, выходим мы на улицу Свердлова. Вот он, Свердлов, кто такой был? Это революционер, ну, во времена гражданской войны, вот этой революции Октябрьской, да, как бы один из организаторов партии большевиков. Вот эта улица, она именем его названа. Ну, естественно, в советское время все это наименовали. Ну, а сейчас это все сохранилось, оно как бы никто название не меняет, потому что название поменять это целый геморрой. Во-первых, это надо все же документы, все это поменять. Людям надо там что-то переделать там. Поэтому никто такой ерундой, как сменой названий, не занимается у нас. Из-за каких-то там политических причин. То есть как улицу назвали, так она называется. О, так, сейчас надо пройти. Вот здесь, видите, тоже жилой дом строят, какой здоровый. Вот я мог бы посюда, кстати, пройти. Да, вот эта деревяшка, вот она уже пустая, но она под снос ее. Тут тоже будут что-то строить. Так, а мне надо сюда пройти. Я не пройду. Вот пошел. Тебе надо было что-то там нажать. Фу. Вот улица Свердлова, вся она
забито машинами. Ну, сейчас время пик. Время пик. Ой, блин. Так, здесь что у нас? Здесь, по-моему, продуктовые магазины. Продуктовые, да. Какие-то магазины. Вот здесь вот, в этом здании Свердлова 10. Что тут такое? Харыстанма. Продуктовый магазин. Местные продукты продают, товары и продукты питания. А здесь шаурма на Свердлова 10А. Смотрите, вот тут у них какие виды шаурмы есть. Шаурма, да? Меню целое. Чебуреки, беляш, хот-дог, чай, кофе 3 в одном, холодные напитки, самса, шаурма, всякое разное. Поэтому любителям вот такой восточной как бы кухни можно сюда подойти. Так, и здесь я что еще прошел? Здесь у нас вот эти дома еще же тут по Свердлову настроили. Еще дома настроили. Сейчас я вам их покажу. Тоже такие высокие дома. Видите, только это все вот, это буквально за 10 лет вот последних все здесь понастроено. Ну вот эти вот, единственное, что вот эти, может, более старые, этим по 15-20 лет вот этим вот строением, да, пятиэтажным. А так тут улица была полностью застроена вот такими вот деревяшками двухэтажными. Вот эти еще осталось здесь. Еще остался вариант. Вот такой вот. Вот такие вот дома здесь были. Да, и вот это вот офтальмологическая больница, кстати, вот эта вот трехэтажка. Трехэтажка. Ого, смотрите, какой мощный дом. Тут, по-моему, вообще солнца не будет видно, да? Смотрите, вот этим жильцам одного, второго дома. Вообще не будут солнца видеть. Ух ты, как он погнал, а? Зверский. Как он погнал, зверский. Так, идем. Вот эти вот дома тоже большие, высокие. Вот их тут 3, по-моему, дома в ряд. Здесь стоят. Еще строятся, видите, да, стеклом обделывают. Ну, они такого, как это, каркасного, да, монолитно-каркасного строения. То есть заливали вот эти вот, опалубку делали, заливали перекрытие, а потом опоры, перекрытия заливали, а потом уже стенки только делали. Вот тут видно, вот этот дом, его видно прекрасно, как он все сделано, видно, да? То есть каркас вот такой делают, монолитно-бетонное, да? Строение, по-моему, так называется, если. То есть вот здесь второй дом, и вот там вот третий дом. Это они примерно одинаковые, а этот дом его уже, смотрите, его уже застеклили. Застеклили, и вот тут такие здоровенные краны работают. Вот видно, да? О, нифига, у него стрела прямо над нами сейчас. Стрела прямо над нами. Оба-на, а он у него. Видно, да? Ого. Прямо над нами стрела, представляете, да? А если сейчас оттуда что-нибудь упадет, не дай бог. Ё-моё. Ладно, давайте текаем отсюда. Пока с высоты такой ничего не прилетело. А, вот, кстати, объекты, да, вот эти вот. Вот они строятся. Тут есть вот этот баннер. Кто строители, там телефоны какие-то, подрядчики. И вот здесь отсюда видно, да, кстати, вот эти тоже дома высокие вот построены. Вот смотрите, видите, там на фоне, да, 1, 2, 3, 4 и вот там 5-й дом. Так, читаем комментарии. Так. Гарри Орловский. Теперь будут стримы часто? Ну, я не знаю, а по пятницу вот сейчас решил как бы постримить, да?
Ну, погода хорошая, понимаешь, погода хорошая, что не пройтись. Я вот пешочком сейчас иду, как бы гуляю, да и заодно вам решил включить трансляцию просто, чтобы просто не идти, а как бы вот снимать, а чтобы люди смотрели, да, что просто так ходить. Вот заодно, видите, да, вот какие домины тут настроили, угу, а стояли здесь вот двухэтажки, такие страшные. Вот тоже дом еще один. Так, а как мне здесь пройти, а? Я вот здесь смогу пройти? Так это если мы туда пройдем, там на Жарницкого улицу, наверное, смогу, да? Видите, тут знаки, опасная зона. Так, ну тут должен быть проезд или проход. Вот береза старая, смотрите, старая береза под моим окном. А, кстати, вот да, здесь все сделано по науке, по правилам. То есть вот этот вот переход. Микрофон бывает тихо, наверное, рукой. А, да, я снизу пальцем придерживаю, да. Ага. YouTube смотрю по ТВ, вертикальная не очень. Согласен с вами, не очень, но много людей смотрят на телефоне, да. Ну да, я согласен, конечно. Но у меня есть стримы и горизонтальные, и вертикальные. Просто как бы проще-то мне идти в телефоне. У меня нету стабилизатора никакого, да. Я просто иду, вот в руке держу, мне его проще вот так вот держать. Ага. Легче. Так, надо взять шаурму на обзор. Ну, да, как-то надо будет взять, да. Надя, красиво. Ну да, местами красиво, не очень. Так, как мы здесь пройдем? А, да, вон там еще эти деревяшечки деревянные. Либо вот сюда идти. Куда мне идти-то? Ё-моё, я что-то понять не могу. Ладно, вот посюда пройдем. Надеюсь, меня здесь собаки не покусают. Вот, кстати, выгребная яма. Выгребная яма — это жители вот этих деревянных домов сюда свои отходы жидкие приносят в ведрах и выливают. Выгребная яма называется. Есть еще для сухого мусора. Вот у них такие дворы здесь. Вот смотрите, вот дворы. Тут видно, что люди живут. У них здесь сушится белье. Белье вот у них сушится, видно, да? О, ковер какой-то висит. Видать, ковер постирали. Так, как я здесь пройду-то, а? Березка какая красивая. Так, слушайте, ну ничего, 2% у меня всего заряда. Так что будем прощаться. Вот киска, смотрите, какая киска. Сейчас, короче, стрим сам отключится. Не поймет, что делать, да? Так, вот сюда вот, по-моему, 2% заряда, короче, сам сейчас вырубится. Там кто что написал-то, пока прочитать. Надо взять шаурму. Красиво. Зачем в Якутске на вечной мерзлоте строить многоэтажный 16 этажей? Не понимаю. Как будто у нас в Якутии земли не хватает. Как Гонконг или Япония. Причем строят вплотную настоящие человейники. Да, согласен. Не надо высокие дома. Надо вот 4-5 этажей, чтобы без лифта можно было ходить. Это Якутск. Да, Якутск. Какой район? Это вот улица... Короче, тут Халтурина, Свердлова, я между ними сейчас тут иду. Сейчас стрим закончится, потому что у меня 2% всего заряда, но уже может меньше. Прикольно, да? Ну да, прикольно, лишь бы тут на меня собаки не напали. Вот видно, да? Вот какой, смотрите, я вам покажу. Сейчас вообще трэш. Видали? Как будто бы тут это, чем-то бомбу какая-то, да? Бахнула. И вот тут смотрите, что творится. Видали, да? Жесть, да? Ага. Так, вот еще тут деревянные дома сохранились. Тут они как бы в этом. Их не видно особо. Могут так они и остаться. Вон там машин много, люди живут здесь. Так, вон гаражи у людей.
Лайк. Ближе к центру, где ближе телочек. Ходить, что ли? Ну да, надо будет. Надо будет пройти. Вот они сюда мусор выкидывают. Тут какие-то диваны старые у них скиданы. Так. Вот у них здесь детская площадка игровая. Вот смотрите, вот она. Тут детишки их вот с этих домов бегают. Вот этот, как его, кораблик. Вот кто-то его сломал уже. А это вертушка. Можно сесть и повертеться. Ну, качелина такая вот. Качелька, смотрите. Ну, в Якутске осень уже, все, осень. Вот там люди живут нормально, все. На ТВ и телефон смотрим. Гарри Орловский, Вот смотрите, как тут у них все колоритно, да. Тут же сразу дом вот, и машина стоит. Ну, лужи такие, как бы, да, есть, но где их нету луж? Они, по-моему, везде есть лужи. Вот, все. А это я вышел напротив магазина. Как он, Радуга? Радуга магазин. Вот это вот Радуга. Ну, промтоварный магазин. Так, а как мне тут улицу-то перейти? К чертям. Это улица Халтурина. Улица Халтурина. И тут, и по идее, вон туда надо, на ту сторону. Тут, кстати, шикарно сделали этот. Смотрите.